Здравствуйте! Это «Важный вопрос» с Алексеем Смагиным. Программа для тех, кто хочет знать подробности значимых событий. Сегодня темой нашей беседы станет изучение остинского языка в средних учебных и дошкольных учреждениях нашей республики, а именно о внедрении в школы и детские сады системы полилингвального обучения. Наиболее ярким примером на данный момент является Аланская гимназия. Но здесь уклон на обучение на остинском и русском был сделан изначально. Что же касается многих других учебных заведений, то там эта система в новинку. Давайте расскажу поподробнее о планах республиканского Минобра в этом направлении. Внедрение полилингвальной системы выполняется в рамках программы «Национально-культурное развитие остинского языка», которая продлится с 2018 по 2020 год. Как заявила министр образования и науки Северной Осетии Ирина Азимова, уже с нового учебного года обучение и воспитание по этой системе планируется внедрить в 16 школьных и 23 дошкольных учреждениях города Владикавказа и районов республики, а со временем перечень учебных заведений будет расширяться. Новость о внедрении полилингвальной системы в учебные заведения сразу получила неоднозначную оценку общественности. Некоторые эту идею полностью поддерживают, отталкиваясь от необходимости изучать родной язык, чтобы сохранить культурное наследие. Однако у многих возникает и вопрос, не будет ли уклон в пользу остинского языка чрезмерным и не вызовет ли это так называемого перекоса. Также возникает и вопрос качества этого образования и методических материалов, по которым планируют учить детей остинскому языку. На эти и другие вопросы нам ответит профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО СОКПИ Тамерлан Камболов. Тамерлан Таймуразович, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию поделиться своим мнением. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Тамерлан Таймуразович, скажите, вот на ваш взгляд, вообще насколько актуально внедрение системы полилингвального образования в школы и дошкольные учреждения республики на данный момент? Внедрение полилингвальной образовательной системы совершенно актуально. Более того, это есть важнейший вопрос, от решения которого зависит будущее осетинского языка, осетинской культуры, ну и, соответственно, осетинского народа. Дело в том, что полилингвальная образовательная система – это система современного национального образования. Скажем так, в умах общественности термин «национальное образование» увязано с, скажем так, середины 20 века, с какими-то устарелыми технологиями, старыми методами, формами обучения. Поэтому мы не употребляем термин «национальное образование», мы употребляем термин «полилингвальное образование», хотя по сути своей оно, конечно, является национальным по языку и по духу. Проблема развития и сохранения осетинского языка не может быть решена за счет его изучения как учебного предмета, я имею в виду осетинского языка. До тех пор, пока осетинский язык не станет языком обучения, он не сможет развиваться сам, поскольку его использование в качестве языка обучения многим образовательным предметам вызывает цепочку действий по развитию соответствующих терминологических систем осетинского языка, его лексического разнообразия, грамматических, стилистических форм. То есть это важный импульс к развитию самого языка. С другой стороны, это несоизмеримо более высокий уровень владения литературным осетинским языком выпускниками школ, которые будут не изучать осетинский язык, а учиться на осетинском языке. Это возможность использования новых ресурсов осетинского языка для новых поколений осетинской интеллигенции, которая может вырасти из выпускников этих полилингвальных школ. То есть мы можем рассчитывать только на эти школы, что они нам дадут новые поколения осетинских писателей, поэтов, драматургов, артистов и представителей других творческих направлений. Таким образом, внедрение полилингвальной образовательной системы – это мощнейший инструмент, который способен придать невиданный импульс развитию осетинского языка, создать гарантии его сохранения и развития. В общественности часто возникают после этой новости
возникают опасения по поводу того, будет ли, может быть, какой-то перекос в пользу остинского языка в отношении русского, или можно ли вообще изучать, вот изучая социальные сети, натыкаешься часто на мнение, что вот вообще можно ли изучать на остинском языке там, физику, химию, биологию, то есть как обстоят дела вот в этом направлении? Для того, чтобы дать развернутый ответ, а он требуется на этот вопрос, я изложу очень коротко, но структуру полилингвального образования и ее концепцию. Во-первых, полилингвальная, то есть осетинско-русская образовательная система предназначена для детей, для которых осетинский язык является первым в функциональном отношении. То есть неважно, какой национальности дети, если первым для них, то есть языком мышления, языком речи, повседневного общения является осетинский язык, то есть это язык, на котором им легче думать, на котором легче формулировать свои мысли, на которых легче понимать тот материал, который им преподается, то для них и предназначена эта полилингвальная осетинско-русская образовательная модель. Естественно, мы не собираемся учить на осетинском языке детей, которые не понимают или плохо понимают осетинский язык. То есть выбор будет у учащихся? Безусловно. Безусловно. Дети, с другой стороны, нам задают вопрос, вы определяете в эти полилингвальные классы детей, которые и так знают осетинский язык. Зачем их еще учить на осетинском языке, если они и так его знают? Ответ парадоксальный. Именно потому, что они владеют осетинским языком, именно потому, что они лучше владеют осетинским языком, именно потому, что они думают на осетинском языке, воспринимают мир на осетинском языке, их преступно учить на том языке, который они еще не понимают, которым они еще недостаточно хорошо владеют, я имею в виду русским языком. В этом случае, когда мы неправильно выбираем язык обучения, мы губим творческий потенциал этих детей. Урок превращается в процедуру перевода с одного языка на другой. То есть 7-летних детей в сельских школах Осетии, которые, еще раз повторяю, приходят с осетинским языком мышления и речи деятельности, начинают обучать на русском языке. И когда в середине урока учитель убеждается в том, что ученик не понимает или плохо понимает изучаемый материал, он вынужден ему переводить на осетинский язык. Когда ребенку задают вопрос, а это может быть ребенок самый выдающийся, самый талантливый, но он не может ответить еще в достаточной степени полностью на поставленный вопрос, потому что он еще не хорошо владеет русским языком. И зачастую возникает ситуация, когда ребенок просит разрешения дать ему возможность ответить на осетинском языке. И в этом случае у него все прекрасно получается. Мы начинаем процесс обучения в полилингвальных осетинско-русских классах на осетинском языке. Я подчеркиваю, начинаем процесс обучения на осетинском языке. И первые 2 года, первые 2 класса, они учатся на осетинском языке, они изучают все предметы на осетинском языке. Кроме, естественно, предмета русский язык, который изучается по специальной методике, как неродной язык. Но даже в ходе изучения математики, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и так далее на осетинском языке, на каждом уроке дети всю новую терминологию данной темы, это 2-3 новых термина, они ее изучают и на осетинском, и на русском языке, с тем, чтобы потом, когда будут переходить на русский язык обучения, знать эту терминологию и на русском языке. Итак, первые 2 класса на осетинском языке полностью. В 3 классе урок уже в языковом отношении поделен на 2 части. На осетинскую часть и на русскую часть. Сам учебник составлен таким образом, что 2/3 текста урока идут на осетинском еще языке, то есть тот материал, который новый для ученика, который надо пока еще воспринять на том языке, который является более операционным. Но уже часть материалов, упражнений,
особенно по закреплению пройденного материала, по повторению пройденного материала, уже идет на русском языке. В 4 классе доля русского языка еще больше увеличивается и составляет практически такую же пропорцию, в такую же пропорцию, как и осетинский язык. Таким образом, ребенок к 5 классу уже выходит на равномерное, на билингвальное, на паритетное владение и осетинским, и русским языком. Но что мы выиграли вот за счет такой языковой, скажем, смены? Во-первых, в отличие от ныне существующей модели, когда начинают обучать на не операционном еще языке, не на функциональном языке, то есть когда осетино-думающего, осетино-говорящего ребенка начинают обучать на русском языке, вот в отличие от этой ситуации, мы выигрываем в качестве общего образования ребенка. Потому что ребенок на уроках математики, окружающего мира и изобразительного искусства занимается математикой, окружающим миром и ИЗО, и музыкой, а не русским языком. В противном случае он вынужден на то, чтобы, значит, ситуация складывается таким образом, что он бывает вынужден тратить половину времени для того, чтобы просто понять язык, для того, чтобы понять слова другого неродного языка, на котором ему преподается математика или окружающий мир. Таким образом, ну, скажем так, ставится под угрозу уровень общего образования при неправильном использовании языкового обучения. В случае, если язык подобран правильно, как в нашем случае, то есть обучение идет на языке мышления, на языке речи творчества ребенка, на родном языке, то процесс усвоения базовых знаний по общеобразовательным предметам значительно выше. Это первый плюс. Мы выигрываем в качестве общего образования. Второй плюс. Ребенок, вот представьте себе ребенка, который изучает все предметы начальной школы на осетинском языке. Насколько лучше будет качество владения им осетинским языком, в отличие от ситуации, когда он просто изучает 2-3 урока в неделю родной язык. И ситуация, когда он 20 часов, 25 часов в неделю предметы все изучает, причем столь разнообразные, как окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, на осетинском языке. У него будет не бытовой осетинский язык, а великолепный литературный язык. Никаких физик и химий на осетинском языке. Еще раз повторю, начальная школа, да, все предметы первый, второй класс на осетинском языке, 3, 4 по предметам используются и осетинский, и русский язык в качестве языкового обучения. В основной школе, то есть с 5 класса, на осетинском языке остаются только следующие предметы. Осетинский язык и литература, музыка, изобразительное искусство, история Осетии, география Осетии и традиционная культура осетин. Каким образом изучение этих предметов может осложнить жизнь ребенку? Ни по одному из этих предметов нет ни ОГЭ, ни ЕГЭ. Ни один из этих предметов не является вступительным экзаменом в высшее учебное заведение. Но зато, опять же, изучение таких предметов, как музыка, изобразительное искусство, история Осетии, география Осетии, традиционная культура осетин, все это даст такой широчайший диапазон литературному осетинскому языку учащихся, что именно это и дает нам основание рассчитывать на то, что из них и вырастут новые поколения осетинской, творческой, культурной интеллигенции, новых творцов осетинской культуры. Это второй плюс. То есть первый плюс – это повышение общего уровня образования. Второй плюс – это качественное улучшение владения осетинским литературным языком. Третий плюс – это улучшение знания русского языка, как ни странно. Как показала практика, как показали эксперименты, изучение русского языка как отдельного предмета по специальной методике дает лучшие знания, чем использование русского языка в качестве обучения,
в качестве языка обучения в неподготовленной фазе. То есть вот ребенок еще не владеет русским языком, а его бросают в воду, пускай выплывает, то есть быстрее. Почему-то есть такое ошибочное представление, что чем быстрее ребенка начать учить на русском языке, тем быстрее он его узнает. Нет. Он, во-первых, не узнает, как следует те предметы, которые его обучают на еще не освоенном русском языке. Во-вторых, неправильно методически выстроенное обучение русскому языку, то есть, что называется, в разведку боем, да, сразу, значит, еще не овладел языком, а уже обучать на этом языке. Нет. Его надо сначала обучать этому языку как учебному предмету, а когда он уже освоит его в достаточной степени, уже использовать в качестве и языка обучения. Как показали контрольные работы выпускников начальных школ, 2 параллельных классов, Гизельской школы, например. В одном дети учились на осетинском языке, в другом на русском языке. И в конце периода обучения они написали одну и ту же контрольную работу. Так вот, показатели по владению русским языком в классе, который учился на осетинском языке, были выше, чем в классе, который учился на русском языке. Таким образом, третий плюс – это, как ни странно, улучшение качества владения русским языком. И, наконец, четвертый плюс. Дело в том, что наши учебники не являются переводными. То есть мы не перевели просто учебники общеобразовательных предметов на осетинский язык. Наши авторы написали учебники по всем образовательным предметам, которые полностью соответствуют федеральным госстандартам и общеобразовательным программам. То есть что положено изучить любому учащемуся в любом городе или селе Российской Федерации, есть в этих учебниках, но там есть больше. Там есть осетинская национальная культура и история. Чего нет, согласитесь, в федеральных учебниках. Но если по федеральной программе положено изучать такую тему, например, в 1 классе, как по музыке, опера, то из нашего учебника ребенок на осетинском языке узнает, что такое опера, какой это музыкальный жанр, узнает о том, что этот жанр зародился в Италии, и он послушает отрывок из оперы Верди. Во 2 абзаце этого же урока он узнает о том, что замечательная российская оперная школа, узнает фамилии Даргомышского, Чайковского и так далее, и послушает отрывок из оперы Иоланта. Но в 3 абзаце этого же урока он узнает, когда и кем была написана первая осетинская опера, и послушает «Возвращение Коста». Таким образом, осетинская национальная культура вписывается как часть российской и мировой культуры. Скажем, на уроках изобразительного искусства, где ему преподаются, в частности, что такое холодные тона, холодные цвета, теплые цвета. Он узнает, какие цвета теплые, какие холодные. А каждому из этих типов цветов ему даются иллюстрации, то есть картины. Одна картина французского художника, 2 картина русского художника, а 3 картина обязательно осетинского художника. То есть он познает федеральную программу, он познает федеральный образовательный стандарт, осваивает, но при этом материал, через который он осваивает, он поликультурный. То есть он, как минимум, трикультурный. Это Осетия, это Россия, это мир. Поэтому дети, которые обучаются в рамках полилингвальной системы, они автоматически попадают и в поликультурную образовательную среду. То есть правильнее нашу модель можно было бы назвать полилингвальная и поликультурная. Вот все те преимущества, которые дает полилингвальная образовательная система. Вот вы довольно подробно описали весь процесс, так сказать, обучения по полилингвальной системе. Но скажите, насколько сложно будет ее адаптировать под те учебные заведения, которые по такой системе, в отличие от той же самой Аланской гимназии, где полилингвальное образование закладывалось как основа, насколько сложно будет в эти школьные и дошкольные учреждения ее внедрить? То есть какую-то базу нормативную нужно будет подготовить кадры. Насколько вообще этот процесс трудоемкий? В том, что касается
внедрение, расширение сети полилингвальных образовательных учреждений, да, здесь есть и свои задачи, и свои проблемы. Утверждена Министерством образования и науки нашей республики дорожная карта по расширению сети полилингвальных образовательных учреждений. Скажем, институциональных, законодательных препятствий и проблем не существует, поскольку и Конституция Российской Федерации, Закон об образовании Российской Федерации, Закон о языках народов Российской Федерации, наши региональные республиканские законы по этим вопросам, они декларируют абсолютную, так сказать, правомочность и право создания школ или образовательных учреждений с родным языком обучения. Значит, выбор языка обучения, безусловно, принадлежит родителям. То есть никто никого насильно в эти школы записывать и определять не будет, потому что это противоречит законодательству. Поэтому комплектация этих школ идет только с согласия и добровольного желания родителей. К счастью, у нас с этим проблем нет. Я могу констатировать на сегодняшний день, что если в прошлом году при формировании Аланской гимназии были определенные проблемы с формированием контингента, то сегодня там конкурс, там мы вынуждены сейчас комплектовать уже 3 класса вместо... То есть в прошлом году был набор 2 класса, в этом году уже набирается 3 класса, при этом желающих еще больше. Поэтому во Владикавказе еще 3 школы переходят на полилингвальную образовательную модель. Это 15-я школа, 38-я и 43-я школа. То есть они набирают сейчас первые классы, которые будут работать, ну, скажем, по той же аналогии, по той же схеме, что и Аланская гимназия. Единственное, что Аланская гимназия — это образовательное учреждение интернатного типа, это школы, которые будут работать по принципу полного дня. Одновременно открываются аналогичные школы полилингвального типа практически во всех районах республики. При этом принцип их локализации отвечает принципу единства образовательного пространства. То есть мы открываем детские сады полилингвального типа рядом со школами аналогичного типа, с тем, чтобы в будущем, когда дети будут заканчивать уже детские сады нашего полилингвального типа, у них уже было куда прийти учиться, продолжить свое обучение по этой же системе. То есть, чтобы уже была база такая? Чтобы была преемственность. Например, то есть мы открываем и детский сад, и набираем первый класс полилингвального типа в селении Катгарон. То есть воспитанники этого детского сада через 3-4 года уже будут иметь место и будут иметь школу, в которой они смогут продолжить свое образование, получать по полилингвальному принципу в этом же селе, в этой же школе. Во Владикавказе детские сады тоже распределены таким же образом, чтобы поблизости открылась полилингвальная школа, в которой они смогут потом продолжить свое обучение на осетинском языке. Мы провели курсы повышения квалификации для воспитателей и учителей, которые будут работать в этих дошкольных учебных заведениях и в средних школах. Ознакомили их с принципами полилингвального образования, ознакомились со всей структурой и алгоритмом прохождения этой образовательной схемы, ознакомились с учебными пособиями, которые для них подготовлены, с которыми они будут работать. Поэтому сейчас идет процесс комплектации этих классов, идет работа с родителями. Ну, вот, лично сам выезжал несколько раз в районы республики, встречался с родительскими коллективами, объяснял им принципы и формы полилингвального образования. И к моему, так сказать, большому удовлетворению всегда находил понимание, отклик. И, значит, у нас особых проблем с формированием и с комплектацией наших и дошкольных групп, и школьных классов полилингвального типа нет. Тамерлан Таймуразович, большое спасибо, что пришли к нам в студию и поделились своим мнением по данной теме. Спасибо, что пригласили.
И напомним, что сегодня у нас в гостях был профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО СОКПИ Тамерлан Камболов. На этом мы завершаем обсуждение текущего важного вопроса. Спасибо за внимание. До встречи через неделю.